В Якутске завершилась 15-я спартакиада по адаптивным видам спорта «Джулур». В спортивных соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 22 районов республики. Они соревновались в ряде дисциплин, включая пулевую стрельбу, легкую атлетику, волейбол сидя, голбол и другие. По итогам стартов определены победители как в отдельных видах программы, так и в общекомандном зачете. В первый соревновательный день более 200 спортсменов республики вышли на старт легкоатлетического манежа. Разыграны медали в беге на 100 и 200 метров, гонки на колясках и толкании ядра. На дорожках стадиона Туймада развернулась борьба за первые комплекты наград. В соревнованиях участвуют спортсмены с разным уровнем подготовки, но всех объединяет стремление показать свой максимум на республиканском уровне. Приехали сюда выступать в количестве 36 человек Хангаласского района, а также наши представители тоже присутствуют, общество инвалидов, председатель присутствует Александр Ионов. Это у нас, получается, по счету 15-я спартакиада, да, и мы уже на все 7 видов спорта представлены и выступаем уже в полном составе. Хотелось бы войти в тройку, да, потому что у нас группа сильная, да, город Якутск, Вилюйский улус очень сильный, да, Мегино-Хангаласский улус, поэтому хотелось бы в тройку войти. Команды районов представлены во всех дисциплинах легкой атлетики. В борьбе за призовые места участвуют как традиционно сильные сборные, так и новые участники спартакиады. Мы приехали из Унтарского района. Нас 38 спортсменов, и 1 тренер, и 1 представитель. Наша команда участвует уже давно, с первых дней. Постараемся, да, выиграть, хотя бы в тройке хотим. Конечно, это у нас мечта. По словам организаторов, адаптивный спорт в республике продолжает развиваться, а интерес к соревнованиям растет с каждым годом. С каждым годом заинтересованность районов, да, интерес спортсменов к нашим соревнованиям, к адаптивному спорту растет. Это не может не радовать. Я сам, как старший тренер сборной республики, очень рад этому. И благодаря этой спартакиаде у нас появляются новые имена. Одну из самых многочисленных команд на спартакиаде выставил Якутск – около 60 спортсменов. В ее составе легкоатлет Роман Ибрагимов, для которого беговые дистанции стали дополнительной проверкой сил. Честно признаюсь, бегать это не мое. Мой вид – это прыжки в длину, но между соревнованиями, между сезонами вот с тренером разбавляем бегами 100-200 метров. Честно, мои конкуренты бежали в первом забеге, я был во втором. Но мы с ними встретимся в финале и там выясним, кто чемпион соревнований. Зрелищной частью программы стали гонки на колясках. Здесь борьба за каждую секунду на дистанции шла до самого финиша. Бронзовую медаль на 100-метровке завоевала представительница Среднеголымского района Галина Лаптева. Соперники, конечно, они тренированные, титулованные. Я первый раз, но третье место я все-таки заняла. Во второй соревновательный день борьба за медали началась среди команд по волейболу сидя. Волейбол сидя – это уникальный вид спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. И особой популярностью он пользуется у людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и также травмами конечности или позвоночника. Правила игры немного отличаются от классического волейбола. Здесь, в отличие от традиционного волейбола, площадка разделена высокой сеткой высотой чуть более метра для мужчин и также меньше на 10 сантиметров для женщин. Женщины сейчас у нас играют в другом зале за ширмой. Сейчас мы наблюдаем за игрой участников команды из Чурапчи и Хангаласского улуса. Так как игра для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, тут особенность в том, что люди во время игры должны касаться пола от пятой точки до плеча. Не должны отрывать. Должны играть сидя или лежа можно играть. Ну и, естественно, площадка чуть маленькая, чем в классическом волейболе, 10×6. И сетка, естественно, тоже низкая. У мужчин 1,15 м, у женщин 1,5 сантиметров. Ну и в основном правила такие же, как и в классическом волейболе. Один из опытных спортсменов – игрок команды Верхневилюйского улуса Эрсан Львов, который занимается этим видом спорта уже порядка 5 лет. Игра была сложная. Выиграли со счетом 3-1. Команда хорошая, все нормально играют, все могут паснуть, все могут бить. На чемпионатах России участвовал. Сейчас выступаю за команду Питера, там в основном составе.
Выявление победителей и призеров началось с группового этапа, по итогам которого команды с наибольшим количеством очков вышли в стадию плей-офф. Поэтому во время всех игр борьба шла за каждое очко до последней секунды. Настрой бодрый, спортивный. Мы уже отыграли игру. Играли с командой Нюрбинского улуса. Выиграли 3-0 девочки. Потом сейчас играют мальчики. Пока 2 партии выиграли. Ну, еще должны играть дальше. В соревнованиях по настольному теннису приняли участие порядка 100 спортсменов. За игровыми столами важны не только техника и реакция, но и умение сохранять концентрацию до последнего розыгрыша. Среди участников член сборной Нюрбинского района Марк Васильев. Настольным теннисом он занимается более 20 лет и считается одним из самых опытных спортсменов в своей категории. Мои соперники, я давно всех знаю, мы всегда занимаемся, всегда играем. Я всех уважаю, они очень хорошие, даже по-человечески даже хорошие. И все вместе как бы одинаково играем, в одинаковом стиле. Ну, побеждает, кто более подготовленный или кто удачный. Я в спартакиаде уже играю 2011 года. Потом какой-то раз был перерыв, потом вот начался это в 23 году, вот спартакиада под названием «Джулур». Я там выступил и занял 1 место. А в этом году я чемпионат республики проиграл известному сопернику Максиму Владимиру. И вот мы сейчас в финале будем играть, но я хочу взять реванш. Для многих участников спартакиада это возможность не только побороться за медали, но и встретиться с давними друзьями и соперниками. В составе сборной Нерюнгринского района выступает Надежда От-Душин. В настольный теннис она пришла уже во взрослом возрасте, однако за год тренировок спорт стал неотъемлемой частью ее жизни. Я в Нерюнгри занимаюсь 10 лет, в Тампонском улусе тоже 10 занималась. 46 лет я начала заниматься. Но мне очень нравится теннис. Эмоции зашкаливают, адреналин вкушаю. Да, это теннис. Все на эмоциях, то на адреналине, все это вкушается хорошо. Ну, пусть победит сильнейший. За ходом соревнований следит судейская коллегия. Перед началом спартакиады специалисты прошли повышение квалификации, где эксперты из Москвы напомнили актуальные требования к проведению соревнований по адаптивным видам спорта. Спортсмены, тем большим они готовились. Я хвалю. Это же все-таки инвалиды всякие бывают, всякие диагнозы, но они не унываются и движением живут. Сейчас здесь царит по-настоящему напряженная атмосфера. На площадке проходят финальные игры по голболу, виду спорта, который требует от участников максимальной концентрации и отличной физической подготовки. Ведь игра проходит полностью в тишине, то есть участники, зал не имеют права говорить ничего, ведь участники ориентируются исключительно на слух. Многие команды, вышедшие в финал, играют вместе уже не 1-й год. За это время спортсмены научились понимать друг друга буквально без слов. В голболе такая сыгранность особенно важна, ведь успех команды зависит от доверия, точных действий и мгновенной реакции каждого игрока. Мы готовились, тщательно. Тренировки были. Вот отборочные мы выиграли почти всех в сухую, получается. И желаем Амгинскому улусу удачи, пусть победит сильнейший, кто подготовился. Адреналин, эмоции зашкаливают. И, командная игра намного интереснее, намного лучше командная, чем личная. Мы уже играем более 10 лет, и поэтому мы уже одно целое получается. Уже знаем, кто где стоит, и уже предугадываем. И играем. Мысли читаем друг друга сразу же. По друг друга слышим по вибрациям на полу. Все. Капитан наш всегда нас ведет.
команды у нас тоже есть такие своя тактика. Тем, кто впервые наблюдает за голболом, игра может показаться необычной. Это паралимпийский вид спорта для людей с нарушением зрения, в котором на площадке встречаются 2 команды по 3 человека. Все спортсмены играют в светонепроницаемых масках, ориентироваться им помогает только звук мяча со встроенными колокольчиками. Как вы заметили, тут ходят люди в масках, и им не разрешается снимать маски во время игры. И главная цель – забить мяч в ворота до 10 голов. Если, например, во время игры что-то, например, игрок снял маску, он удаляется, например. Ну, там много нюансов есть. И то есть вот зрители тоже должны тишину соблюдать, получается, да? Это одна из главных причин. Ну, судья на всякий случай предупреждает перед матчем. Тишина в зале и так далее. Ну, то есть в полной тишине должен проходить матч, чтобы игрок защищающей команды подобрал мяч по звуку. 5 дней, более 1000 спортсменов, 22 команды и 18 дисциплин. Для соревнований было привлечено 84 опытных судей, которым помогали 70 волонтеров. Во время всех соревнований спортсмены оспаривали 106 комплектов медалей. Победители были определены в 3 группах по территориальному принципу. Первые места заняли спортсмены из Горного, Нюрбинского районов и сборной команды Якутска. Вторые из Среднеколымского, Чурапчинского и Мегино-Кангаласского улусов. Третьи из Жиганского, Верхневилюйского и Вилюйского улусов.